Ларис, слушай, ну вот у меня осталось 5 мешков корма. Это 3 мешка на сегодня и 2 мешка на завтра. То есть, соответственно, на завтра мне уже не хватает. Мне надо срочно ехать за кормом. Мне нужны деньги. Здравствуйте, друзья! Слов я больше не нахожу. Острых тем, слава богу, не имею. Но если нет острых тем, то наша рутинная будничная жизнь протекает в штатном режиме, без особых всплесков, без ярких событий. Возможно, это и хорошо. Расчистка снега, у нас его выше забора. Собаки легко залезают на крышу и могут перемахнуть через забор. Знай, маши лопатой и кидай соседу. Передержки – это как день сурка, одно и то же. Ложишься и встаешь с лаем собак, с тяжестью на душе. И спишь под лай собак. А точнее не спишь, а только думаешь. А думаешь не о себе, а о соседях. А еще думаешь, сколько осталось корма, на 1 день или на 2. А что потом? А потом тоже негде взять. День стольника – это хорошо, но он у нас не так часто проходит, и он не позволяет закупить на каждую передержку хотя бы по тонне, чтобы выдохнуть хотя бы на месяц. А когда мы покупаем на 30-40 тысяч и живем дней 7-10, в эти 10 дней корм заканчивается на других передержках. Поэтому собранное по крупицам от вас отправляют то одним, то другим передержкам. И всегда он где-то заканчивается, и каждый день одно и то же. День сурка. И через 3-4 дня небольшие собранные суммы отправляю снова и снова. И нет корма в достатке, чтобы был всегда. Быть уверенным в завтрашнем дне не получается. Сейчас опять корм закончился. Его докупаем всегда. И всегда страшно остаться без него. Покупать в магазинах невыгодно и дороже в 2 раза. Рука не поднимается столько оплачивать. И ездить в магазин не близко. И это тоже бензин. Тоже невыгодно. Это идет удорожание. Если ездить за ним часто, постоянно тратить на бензин и покупать по двойной цене в магазине. А потому что на оптовую закупку всегда нет денег. А что будем делать дальше? Страшно подумать. Ведь дальше лето. Все на даче и в отпуска. Каждое лето проживаем как страшный сон. А у нас уже сейчас ситуация патовая. Начался новый месяц. Надо оплачивать март. А еще гнетут долги за декабрь, январь, февраль. А на одной передержке так и вовсе. Только вот небольшими суммами закончила оплату августа 2025 года. Разве можно назвать это жизнью куратора? Я вот смотрю, даже в больших городах-миллионниках, а Лабра так никто и не пожалел. Представляете, насколько все равно? Жалеем, но только на словах. Пусть кто-то спасает, только не я. Вот поэтому у меня их много. Я мимо таких раньше не проходила. А надо было жалеть себя. Жила бы сейчас спокойно и не подсчитывала бы мешки и зерна в них.